Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на мужчину и узнаем, почему он вас не отпускает, отпустит ли он вас. И вообще, как решится ваша ситуация с этим конкретным мужчиной. Загадайте, пожалуйста, на себя. Представьте мужчину, назовите его по имени и конкретно ему задайте свой вопрос. Почему ты меня не отпускаешь? Что тебе нужно? Как будем все это решать? Я думаю, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Вы знаете, мне идет, что вы пара. Вот, видите, вы пара. Но ваша жизненная история, ваш жизненный путь, да, совместный жизненный путь, вот сейчас, видите, прерван. То есть дальше продолжение есть. Вот такой спойлер вам сразу. Продолжение есть. Но в сегодняшнем дне, видите, нет начала. Нет момента вот здесь и сейчас, чтобы у вас была связка. Может быть, вы сейчас не вместе. Может быть, вы расстались. Какая-то вот ситуация сложная, приходы-уходы, да, день вместе, там, неделю врозь, что-то происходит. Мне не очень нравится, что над вашим мужчиной такая вот огромная птица хищная, вот крылья расставила. Вот это мне не нравится. А вы, мои хорошие девочки, вот как под защитой находитесь. Защита у вас хорошая. Здесь и ангел у вас сильный, и духи вашего рода тоже вот за вас заступаются. И у вас, девочки, вот слушайте внимательно, у вас за спиной лодка, видите? За вашей спиной стоит лодка. Эта лодка – это новый шанс, новая возможность что-то в жизни изменить, поменять, новые горизонты, работа, перспектива, место жительства, опять же таки новое. Это у вас за спиной стоит. Так, смотрите, начинает до меня доходить. Вот то, что между вами происходит, то, что вот именно сейчас происходит, это четко спланированная операция. С одной стороны, высшие силы пытаются для вас что-то сделать, вам дать то, что вы заслужили. А с другой стороны, идет воспитательный процесс для мужчины. Потому что мужчина еще не дорос до вашего уровня. То есть он, ну вот если говорить прямо, недостоин такой женщины, как вы. Вот в принципе недостоин. Изначально был недостоин. У него был шанс, у него была возможность до вас дотянуться, да, подтянуться к вашему уровню, стать лучше, стать умнее, прозорливей, добрее. Да, Бог знает что, да, вот был шанс. А он его прохлопал, просто прохлопал. И теперь высшие силы говорят: так, стоп, дружочек, здесь мы останавливаемся, потому что ты, мало того, что изначально был недостоин, так ты еще ничего не делал. А с какого, извините, мы должны тебе давать вот такую шикарную женщину? Ты ее заслужил? Ну, что ты хорошего сделал? Ничего. Ну, тогда, дружочек, иди на второй круг. Пройди вот этот свой второй круг один. Да, вот эти все адские муки испытай, поумней, созрей, а потом уже вот сможешь женщину свою прекрасную уговорить. Смотрите, то, что происходит, происходит по велению воли высших сил. Не просто так происходит. Кстати, еще может отыграться, что мужчина такой перебежчик, да, возможно, сейчас он даже с какой-то другой женщиной находится. Туда-сюда, да, бегает, у него какие-то забеги. То вправо пойду, то налево пойду. Постоянно какое-то движение. Но опять же, эту ситуацию допустили высшие силы. Здесь двух зайцев сразу убивают. Сначала вам дают,
то, что вы заслужили, чего достойны. Ну и мужчину, конечно же, учат. Учат достаточно жестко. Вот то, что сейчас происходит, это всего лишь цветочки. Нет, девочки, самое интересное будет попозже. Вот тогда его медным тазиком накроет. Вот тогда он все поймет. Знаете, он в один момент поменяется. В один. Просто. Даже у кого-то девочки отыграются, что мужчина вот в один день даже вот посидеть может, да, седина у него появится. Даже если молодой мужчина. То есть переживет он такую ситуацию, когда, ну, мозги на место встанут. По-другому тут не скажешь. Вышел на улицу мальчик, вернулся уже, извините, дедушка. Да, вот именно по сознанию, по умственному развитию. Вот так вот у него идет. Так, смотрите, мои хорошие. Вам на ближайшее будущее высшие силы приготовили действительно какие-то дары. Здесь вот и рост у кого-то отыграется, у других отыграется какая-то важная позиция в жизни. Опять же, вот какое-то денежное наполнение идет. То есть то, что вы хотели, о чем просили, вот лично для себя. Да, хотели вы карьеру, пожалуйста, карьера пойдет. Хотели вы дело свое заиметь, появятся шансы, возможности на то, чтобы открыть дело. В любом случае, вы будете заниматься собой, вы будете расти, вы будете улучшать качество своей жизни, и жизнь ваша насыщенная станет. То есть вам некогда будет думать об этом мужчине. А мужчина не сможет до вас затянуться. То есть тут идет какой-то период небольшой по времени. Ну, у всех по-разному. У кого-то месяц, у кого-то, может быть, и 3 месяца. А здесь нам вообще не показали, просто показали, что вот именно затишье между вами будет. Когда он вас не отпустит, но он физически не сможет вас трогать, да, до вас дотянуться, либо как-то вас цеплять, да. То есть здесь будет между вами режим тишины. Смотрите, по прошествии этого периода, ну, про мужчину я уже сказала, да, тут это черная птица, ну, либо это другая женщина, которая его, извините, очень больно, вот в темечко прям клюнет, мозги все ему выклюет, либо какая-то сложная очень ситуация, которая его на некоторый период жизни просто, ну, как обездвижит даже, да, нет возможности движения к вам. Вот это произойдет в его жизни. И потом, мои хорошие, я вижу, что вы все равно будете вместе. Вы опять сойдетесь с этим человеком. При этом, смотрите, как вы сойдетесь. Тут мужчина, смотрите, какой похорошевший идет, повзрослевший, серьезный. Мужчина будет наводить мост. То есть не так, как обычно вы там к нему тянулись, там, уговаривали его. Наоборот, теперь пойдет. Пойдет так, что он будет наводить мосты, и он будет делать то, чего вы от него ждали. Да, кстати, стоп. Еще будет момент, которых вы совершенно не ждали. Вот именно конкретно от этого человека. Почему он вас не отпускает? Да потому что вы родные души, а потому что он вас любит, а потому что вы ему нужны, а потому что он такой противный, понимаете, хитро сделанный, у кого-то отыграется. Вот такой вот он человек, как собака на сене, понимаете? И сам не гам, и другим не дам. Вот такой он противный. Незрелость ума. Просто абсолютная незрелость ума. Вот потерять вас – это страшный сон этого человека. Страшный сон. Ну, готов на что угодно, но только не терять вас. И вам, возможно, кажется, что вы для него как запасной аэродром, но это неправда. Нет, нет, абсолютно нет. И даже если он вам что-то говорил, типа такого, там, ты мне особо не нужна, там и прочее, врал. Он вам врал, вы ему очень нужны. Вот то, что он получает от вас, вот этот поток энергии, добра, любви, там, нежности с собой, но никогда ни от кого не получал. Даже от родной мамы он этого не получал. Ну, представляете, насколько вы важная женщина в его жизни. А как он вас потеряет? Как он вас отпустит? То, что он тут заврался, проштрафился, такой вот он человек. Вот такая вот он личность. Опять же говорю, незрелая личность. Смотрите, у этого мужчины тут будет 2 ситуации. Видите, 2 лодки вышло. 2. Конкретно 2 в левой стороне. Плывут совершенно в левую сторону. Пережив эти 2 ситуации, действительно станет другим. Другим, серьезным. Может, кстати, это и работа где-то далеко. То есть он будет уезжать надолго в какое-то очень глухое место,
либо место сопряжено с какими-то сложностями, трудностями и даже опасностью. И вот там он будет умнеть, там, да, где тяжело, где вот прям все такое злое, суровое. Там он будет меняться, там будет меняться его личность, там будут взрослеть его мозги мои хорошие. Почему не отпускать? Ну, между вами очень сильная эмпатическая связь, очень сильная. Вы родственные души, вы не первое воплощение вместе, абсолютно. И знаете, я не могу сказать, что вы прям муж с женой были. Может быть, вы там брат с сестрой были, может быть, там другие какие-то родственные связи, может быть, вообще лучшими друзьями были вместе. То есть души прям тянет вот со страшной силой. Вспомните, как вы с ним познакомились. То есть ничего не предвещало, правильно? А вот так вот сошлись, прям прилипли к друг другу и все. Вот это родство душ, и тут с этим не поспоришь, вас всегда будет тянуть друг к другу. Даже если вы, там, не знаю, в пух и прах разругаетесь, все равно под любым предлогом попытки вот узнать друг о друге, там, встретиться, хотя бы там издалека повидаться, это все будет. Это все будет. Смотрите, у вас вот вообще на будущее ключ выходит. Ключ, и ключ, который ведет к семье. Сейчас многие, вот прямо вижу, да, многие скривились, сказали, фу, какая гадость. Нет, с ним никогда, да вы что? Вы ошибаетесь, мои хорошие девочки. Не, вот, видели? Здесь семья. Семья. Причем вот что мне очень нравится, то, что мужчина здесь вот прям классный становится. Не могу сказать, что идеальный. Идеала у нас не существует. На том и держится наш мир, что идеала не существует. Но он прям, смотрите, да, вот это ваша фигурка маленькая. А вот это его, смотрите, какая огромная, он прям над вами вот так склонился, вот так спину свою подставил, говорит, вот защищу, уберегу, никому не отдам. Все, я твой мужчина, и мы с тобой вместе. Вот, девочки. Так, и еще вот хочу сказать тем, кто загадал на мужчину, который сейчас в браке находится, то есть женатый мужчина. Ну что, не зря вы встретились, зря вы от него отказались. Вот так я вам скажу. Конечно, сейчас тоже очень многие скривятся, скажут, да как же так, тоже там семьи разбивают, это плохо, 5-10. Знаете, если мы говорим о любви, то это не значит разбивать. Когда два человека любят, а третий эту всю ситуацию использует в своем благе, да, то есть если бы я видела, что эта жена любит, что она хорошая, порядочная женщина, что она там жертва обстоятельств, 5-10, я бы, конечно же, об этом сказала. Но поскольку мне женщина выходит хищной птицей, ну поверьте, тут про любовь ну вообще ни слова нет. Вообще даже намека нет на любовь. Здесь намек на хищность, хищница, знаете, вот такая вот, которая урвать, забрать, там, покалечить, испортить. Вот такой идет посыл. Я вижу, что вы, скорее всего, ну и по этой причине, да, что он женат, вы отказались от него. Просто, ну, как порядочная женщина, сказали, нет, дружочек, ты женат, у тебя там семья, я не буду никого тут разбивать, я не буду этим заниматься. Вроде как бы да, хороший посыл. Но на самом деле мы говорим о любви. Любовь взаимная между вами. Вы любите, и он любит. И здесь получается, что вы оба несчастные. Смотрите, для тех, кто женат, все равно они вместе не будут. Вот эта женщина, она, ну скажем так, обберет его, вот прям в прямом смысле слова, вот прям все соки с него выпьет. И вот так шкурку от него просто возьмет и на улицу выкинет. Он будет восстанавливаться. Он будет восстанавливаться. Он не придет к вам с протянутой рукой. Он не придет и не будет говорить, смотри, я тут, ну вообще, гол как сокол, меня тут использовали, ничего нет, вот я к тебе пришел. Нет, он никогда так не поступит. Он будет восстанавливаться, он будет становиться на ноги, более-менее адаптируется и к вам только тогда придет. Они вместе не останутся, они 100% разведутся, причем она там, знаете, она будет всем управлять, скорее всего, ну прям все, что у него есть, она отберет. Даже там, я знаю, зубы вставные есть, и те из челюсти вытащит и скажет, это на меня, на детей, да, или там еще на что-нибудь придумает. Очень хищная женщина.
вы все равно будете вместе. Вот кем бы вы ни были. Бывший, настоящий любовник, да, я вижу, что ко мне зашли именно те, кто будут в будущем вместе. И семья, вот именно классная семья. Семья, где мир, где любовь. Где люди настрадались, натерпелись. Где люди действительно хотят счастья. Вот такая семья у вас идет. И я вам даже больше скажу. Вы, скорее всего, еще куда-то уедете, переедете. Вы не будете жить там, где сейчас. У вас новая жизнь на новом месте начинается. И работа хорошая будет. И дом у вас хороший. Все у вас будет. Но, правда, надо немножечко подождать и потерпеть. Не отпускают, потому что любят. И вы его тоже не отпускаете, потому что любите. Вот так, мои хорошие. На этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.